Вам знаком Книжкин дом? Знайте, что тут книжки живут, книжки живут. Здравствуйте, ребята! Сегодня я познакомлю вас со сборником Коми народных сказок «Восьминогая собака». Этот сборник включает в себя 8 коми народных сказок в литературной обработке Петра Столповского. Сказка «Восьминогая собака». Жили да поживали старик со старухой. Пошли они как-то в Парму, то бишь в лес свой северный. Надумали грибочков набрать, да чернички пощипать. Собирают ягоды на берушке, глядь, бежит к ним по старому путику зверь невиданный, животина чудная. «Ты кто?» – спрашивает старик. «Собака я», – отвечает зверь. «Возьмите меня к себе, больно нужна», – рукой старуха машет. «Нам вдвоем-то мудрено прокормиться, да еще ты на нашу голову». «Горемыка я несчастная, сиротинка бесприютная», заскулил, заплакал зверь невиданный, животина чудная. «Весь свет обегала, никто меня к себе не берет. 4 лапы стерла, скоро остальные 4 сотру, потом и вовсе помру». «Не то у тебя 8 лап было?» – спрашивает старик. «Как есть 8, вздыхает собака. В давнишние времена наш брат осьминогим был, шибче всякого зверя бегал. Но с 4 ногами ты нам и вовсе ни к чему». Старуха ворчит, на собаку не глядит. «Ой-ой-ой, головушка моя горькая!» Снова заскулил зверь чудной. «Последняя собака я на белом свете. Как и затру остатные лапы, вовсе мой рот пересечется. Возьмите меня несчастную, я буду в конурке жить, дом сторожить». «Старуха, старуха, не то уж взять ее к себе», – сжалился старик. «Хоть она и с изъяном, а все-таки жалко будет, ежели последняя собака на земле вымрет». «Кабы она о 8 ногах была», – старуха на животину косится. «Да уж ладно, возьмем ее». Взяли они собаку к себе. Ничего, попривыкли к 4 ее лапам. Собака исправно дом сторожила, со стариком на охоту ходила, белку-куничку лаяла. От нее-то и повелся род четвероногих собак. Старику со старухой спасибо надо сказать, не то и такие бы на земле погибли. Спасибо за внимание.